Наш народ всегда отличался своим героизмом. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Таджикистан прославился на весь мир на долгие годы. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Каждый год в преддверии Дня Победы многие рассказывают о великих мужчинах, которые защищали Отечество, но мало кто говорит о женщинах. Многое пережили женщины Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. Большинству из них пришлось занять места ушедших на фронт мужчин на заводах и фабриках, в шахтах и рудниках, на транспорте, да и на фронтах сражались сотни женщин, призванные в армию из Таджикистана. В большинстве своем это были медицинские работники, в частности Ниязова, врач батальона танковой бригады, Исаева, командир санитарного взвода мотострелкового батальона, Карамышева, Сангинова, Фазылова, Костенко, Якубова и другие. В гвардейском штурмовом авиационном полку родину защищали летчица Айгуль Мамаджанова, на счету которой было 93 боевых вылета. Несколько летчиц из Таджикского управления гражданского флота уже в первые дни войны были командированы в Новосибирский центр для ускоренного освоения нового самолета Ли-2 с последующей отправкой в армию. Среди них Смагина, Курбанова, Устименко и другие. Центральную женскую школу снайперской подготовки окончили и отличились в боях таджикистанки Лобковская, Марынкина, Касьяненко. Гвардии старший лейтенант Нина Лобковская уничтожила 89 солдат и офицеров противника и за боевую доблесть была награждена 2 орденами боевого Красного Знамени, Отечественной войны, 2 степеней и боевыми медалями. А в ноябре 1941 года группа женщин душанбинских предприятий и домохозяек обратилась через газету ко всем женщинам Таджикистана с призывом: «Женщины, на производство, на самолеты, на тракторы, комбайны и автомобили. Свободная советская женщина не может быть равнодушной, когда весь мир охвачен гневом и ненавистью к фашистским бандитам». Тогда же в Таджикской ССР, как и по всей стране, развернулось движение женщин, решивших овладеть мужскими профессиями. Так женщины в годы войны составляли более половины летного состава в Таджикском управлении гражданской авиации, потому что 80% летчиков мужчин ушли на фронт. А в подразделении специального применения и санитарной авиации все пилоты были женщины. Летчицы Шишкина, Семина, Ханинева, Дьякова, Ворошнева, Лебедева и другие уверенно водили самолеты Р-5, ПО-2 по сложным высокогорным трассам. Они несли также основную тяжесть технического обслуживания самолетно-моторного парка Душанбинского авиавузла. А как вы относитесь к такому героизму наших женщин? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Всего в годы войны летчицы республики перевезли 6 тысяч тонн оборонных и народно-хозяйственных грузов, 50 тысяч пассажиров. Женщины-пилоты доставляли врачей в труднодоступные места, а оттуда вывозили больных. Более половины всех рабочих на предприятиях республики составляли женщины, 80% на селе. Они работали под девизом «Все для фронта, все для победы». Тысячи женщин, овладев профессией механизаторов, стали работать на колхозных и совхозных полях. Уже к концу 1941 года свыше 1000 женщин работали трактористами, комбайнерами, шоферами, пилотами самолетов, машинистами на железной дороге. В период с 1941 по 1945 годы в сельском хозяйстве республики работало 160 женщин. Из окончивших курсы бригадиров тракторных бригад женщины составляли 50%, среди комбайнеров 48%. В эвакогоспитале и больнице тоже были привлечены женщины. Они мыли, убирали, стирали, готовили пищу, писали письма, вязали перчатки и шарфы, варежки и носки, собирали посылки на фронт, были донорами. В шахтах Шураба и на высокогорных рудниках до 50% состава горняков составляли женщины. Им принадлежат большие заслуги в обеспечении армии страны цветными и редкими металлами. Быстрый переход экономики республики на военные рельсы, своевременное выполнение фронтовых заказов стало возможно только ценой самоотверженных усилий женщин. А как вы относитесь к такому героизму нашего народа, о котором можно рассказывать многие годы и все истории не успеешь рассказать? Возможно, вы знаете какие-то интересные истории. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.